Старое здание, в котором раньше, до революции, располагался кафедральный собор города Якутска, затем клуб строителей, в 1930 году перешло к театру. На месте алтаря установилась сцена. Высокие своды заняла патриотическая лепнина. Зрительный зал отапливался несколькими печами, и небольшой балкон нависал над последними стульями. Закулисная жизнь протекала по множеству коридоров, переходов, закоулков и закутков, кабинетов, гримерных, репетиционных, складских помещений и реквизитных мастерских. Недавно созданный театр шумел молодыми голосами артистов драмы, вокалистов и балетной труппы. Все репетировали, музицировали, танцевали. Постановки музыкального драматического театров сменяли друг друга почти каждый вечер, и каждый вечер на каждой постановке был аншлаг. Полный зал аплодировал расцветающему молодому театральному искусству Якутии. Но после Великой Отечественной войны труппа театра понесла невосполнимые утраты. Многие артисты погибли на фронтах войны, от болезней и голода, и от других обстоятельств в тыловом подвиге. Народу недоставало каждого из них. Осиротела сцена. Но последней была великая народная скорбь от безвременной утраты любимой певицы Екатерины Захаровой, молодой девушки с незабываемым голосом. Его чарующий тембр, огромный талант и усердие в его шлифовке принесли певице искреннюю любовь всего народа и ласковое прозвище «Жаворонок». Ее не стало на 24-м году жизни в расцвете молодости и славы. Ее кончина была внезапна. Ослабленный организм не перенес тяжелых испытаний годов войны. Совсем недавно, в начале лета, провожали ее в последний путь, но людям не верилось, что ее уже нет с ними, что не споет она на этом концерте. Уже другие голоса звенели и переливались красками в главных вокальных партиях, в концертных номерах, прекрасные голоса. Но все же, выходя из театра, люди переглядывались между собой и шептались: «Она опять прошла». Провожала публику при выходе из театра билетерша, уборщица и охранница Анисия. Заметив странные переглядывания и услышав загадочные слова, она переспросила: «Кто прошла?» Пожилая женщина, отделившись от потока выходящих, взяла ее за руку и отвела в сторону. «Она, Катерина», — шепотом пояснила она, и, заметив, что охранница не понимает, добавила: «которая умерла». «Где прошла?» — удивилась Анисия тоже шепотом. «С тех пор, как она умерла, она каждый раз показывается на сцене в то время, когда ее песню поет другая певица», — на ухо шепотом проговорила пожилая женщина. Тут к ним присоединилась старушка. Пожилая женщина спросила ее: «Ты видела?» «Да, я тоже видела», — ответила та шепотом. «А где она появляется?» — заинтересовалась Анисия. «Она, как тень, проходит перед поющей певицей», — объяснили ей зрительницы, — «как темная тень». «Я за кулисами концерт смотрела, ничего не видела». «Да тихо ты!» — зашикали на нее зрительницы. «Ее только из зала видно, только публика видит, а с другого места не видно». «Да что вы говорите? Только ты не распространяйся. Неспокойная у нее душа, оказывается», — стали сокрушаться между собой женщины и вышли в осеннюю тьму. Оставшись одна в пустом фойе, Анисия немного поразмышляла об услышанном, но затем пошла за кулисы провожать артистов. Там была суматоха. Смыв грим, переодевшись в обычную одежду, все толкались и передвигались по всем помещениям. Кто-то кого-то ждал, кто-то кого-то потерял. И вот, наконец, все разошлись, и Анисия заперла входную дверь. Она прошлась по всем закоулкам и переходам, заперла все двери. Она заглянула в зеркальную комнату, репетиционный балетный зал. Проверила двери зрительного зала и балкона, затем она села на свое место ночного дежурного и стала вязать в свете маленькой лампочки. И каждое ее дежурство проходило мерно и однообразно. Лишь одно нарушало его. В самый глухой час ночи, в полной тишине пустого здания, начинали раздаваться звуки. Как будто кто-то в туфельках сбегал с лестницы.
Люди, хлопая дверями, ходили, топая и шаркая по всему театру. Раздавались аплодисменты и чей-то очень знакомый смех. Громкие возгласы разговоров сменялись мерным топотом пуант из зеркального зала и звуками пианино. Все сливалось в общую какофонию незримой активной деятельности. В эти минуты Анисия медленно поднимала глаза, оглядывалась и вздыхала. «Никак не могу привыкнуть. Ах, эти звуки дня!» Все звуки, которые целый день пронизывали здание. Старинные стены щедро отдавали в самый глухой час ночи. Это должно было уже стать привычным фоном для вязания, но Анисия всякий раз вздрагивала от неожиданности. В этих звуках она узнавала знакомые голоса, мелодии. Она могла даже на слух определить, какая именно дверь скрипнула в этом фантомном фоническом концерте. Узнаваемы были и некоторые шаги характерных походок, а аплодисменты были совершенно привычным звуком. Она не боялась звуков дня, потому что слышала их каждый раз, сидя с маленькой лампочкой за своим столом. И через несколько минут действительно все звуки стихли. Так вязала она до утра. Затем пришел ее сменщик, заступающий на сутки. Вот вновь настало время ее дежурства. Закрыв двери за последней группой уходящих артистов, она прошла по всему зданию, проверила все, погасила свет, заперла все двери и села вязать. Прошла зимняя темная полночь. Мерно отсчитали настенные часы. 1, 2, 3 ночи. И в полной тишине вновь зазвучали звуки дня. Слушая этот ночной концерт, Анисия, взглянув на часы, заметила, что скоро он должен кончиться. Так и случилось. Все стихло, но ее слух уловил совершенно посторонний звук. Таких звуков она еще никогда не слышала в фантомном концерте. Это было нечто жалобное и стонущее, впрочем, похожее на пение. Наверное, ребенок вчера на представлении заснул и сейчас проснулся. Испугался и плачет. Как ребенок может один в театре остаться? Потому что этот звук точно исходил из зрительного зала. Она встала, взяла фонарик и быстро пошла туда на спасение ребенка. Анисия приотворила дверь и спросила, как ей показалось негромко: «Кто здесь?» Слова ударили эхом. В зале была прекрасная акустика, но на них не было ответа. Посветив фонариком, она никого не увидела. Неужели показалось? Но вдруг она увидела на фоне закрытого занавеса клубящееся светлое облачко. Она выскочила из зала и бросилась к своему месту. В следующее свое ночное дежурство Анисия дала клятву ни за что не вставать со своего места, дабы не видеть того, что могло бы повредить ее психику. Но однажды все же звуки плача стали столь явными, что ей снова показалось, что там навзрыд плачет ребенок или девочка. Но в этот раз точно ребенок заснул, а сейчас проснулся. И она решительно пошла к темному зрительному залу, светя себе путь фонариком. На сцене опять светилось облачко, и в этот момент зал наполнил стонущий звук, срывающийся на фальцет рыдания. Анисия хотела снова выпрыгнуть, но остановилась и стала слушать распевные стоны. И вдруг она спросила: «Кто ты? Что тебе надо?» И она как будто услышала ответ: «Я страдаю, уберите от меня железку, это булавка, она меня мучает, я не могу успокоиться». И женщина тут как-то сразу поняла, что это призрак знаменитой певицы. Тут он стал таять и вскоре полностью исчез. Утром она стала рассказывать о своем ночном приключении. Она рассказывала на полном серьезе, она рассказывала всем, она обратилась в профсоюз и постучалась в дверь директора, но везде ей говорили: «Прекрати панику, не разводи истерику». Она замолчала, но по ночам ей уже стало неловко смотреть на рыдающий призрак. Но поползли разговоры. Об этих разговорах стало известно начальству. Пересуды прекратить было уже невозможно, и, чтобы не сеять суеверия и предрассудки, решили обратиться в милицию за помощью в столь деликатном деле. Наступила весна,
Высоко в небе запели жаворонки, и однажды собрались мрачно-серьезные люди и с лопатами поехали на газике на кладбище, что в стороне Вилюйского тракта. Раскопали могилу певицы и вытащили гроб, открыли его и увидели нетленное тело девушки. Она лежала в строгом черном костюме и белой блузке. Когда стали осматривать его в поисках металлических предметов, то за отворотом лацкана пиджака нашли зацепленную закрытую булавку. Ее отцепили, а тело вновь погребли и водрузили на место памятник. Прошел слух, что нашли таки булавку, и ее удалили, и что теперь она лежит в архиве милиции. И вот Анисья ночью опять зашла в темный зрительный зал. И вот на фоне закрытого занавеса постепенно появилась светлая фигура женщины в длинном концертном платье. Только в этот раз она не стенала, а молча стояла. «Булавку убрали, тебе полегчало?» — спросила в волнении Анисья. «Да, мне легче. Скоро я уйду. Спасибо тебе», — услышала она ответ призрака очень мелодичным голосом. «Что это была за булавка? Почему она тебя так мучит?» «Завистники прицепили ее мне на похоронах, чтобы отомстить за любовь людей. Целый год я мучилась, но теперь я спокойна. Наконец-то я больше не вернусь сюда». Призрак стал меркнуть и вскоре исчез. Навсегда. Душа певицы освободилась от бремени ревности и прекратила свои появления на сцене во время концертов и представлений. Больше никто из зрителей не видел темную тень, проходящую перед выступающими, поющими песни, которые раньше исполняла она.